Редакция нашего канала продолжает знакомить вас с событиями в стране и за рубежом. Меня зовут Лаура Жакупова. Доброе утро. На востоке нашей республики спасатели совместно со специалистами местного акимата борются с ледовыми заторами. Накануне на Иртыше проводились профилактические взрывные работы вблизи села Кривинки. Именно этот населенный пункт находится сейчас под угрозой затопления. Все подробности в первом материале нашего выпуска. Село Кривинка в ожидании большой воды. Иртыш находится в 5 километрах от населенного пункта. Проживает здесь больше 500 человек. Среди них и 96-летний ветеран Кизат Мухангалиев. Аксакал вспоминает, что на его веку река выходила из русла 3 раза. Мне запомнилось наводнение 1928 и 1978 года. Последний раз мы на лодке передвигались по аулу. Спасаясь от воды, жители забирались на крышу домов и сараев. Сейчас специалисты совместно с местными властями изучают обстановку на Иртыше. Для того, чтобы предотвратить ледовые заторы на реке, решено было провести профилактические взрывные работы. Заложено было больше 600 килограммов взрывчатки. Этого хватило, чтобы снизить угрозу наводнения. Противопаводковые мероприятия в селе идут полным ходом. Укрепляются дороги и мосты. Подготовлено 300 мешков с инертными материалами. Власти заранее предусмотрели все возможные варианты развития событий. Если все-таки потоп произойдет, то в ауле имеется запас продуктов питания и своя дизельная электростанция. Даже построили отдельный загон для скота. Там во время паводкового периода и будет содержаться все домашние животные. Ситуация под контролем. Организовано круглосуточное дежурство в селах Кривинка и Жеты-Жаре. Мы пристально следим за движением льда на реке. Уверен, что все обойдется. Тем временем синоптики оптимистичных прогнозов не дают. В регионе в ближайшие дни ожидаются дожди. Руслан Шакабаев, Минет Умирханов, берег Жабалаевлы, Бескарагайский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар 24. Акмолинские госслужащие проходят 3-й этап аттестации. Тестирование на оценку личных компетенций должны пройти около 4000 человек. Среди тех, кто сдал экзамены на профпригодность, 25% показали превосходный результат, 70% эффективный. Но есть и те, кто рекомендован к понижению и увольнению. Комиссия отмечает, что необходимо еще много работать, чтобы поднять имидж государственной службы и тех, кто связал с ней судьбу. Я очень довольна, и по результатам я поставила себе приоритеты, выделила цели и будущее в том, что как я буду работать дальше. Порядка 8 человек не прошли аттестацию по тем или иным причинам. Основная причина все же низкий профессионализм. Ряд аттестуемых не могут ответить просто свои функциональные обязанности. Что не хватает им? Они знают круг своих просто прямых функциональных обязанностей, но не хватает инициативы. Заторможенность какая-то есть. Отсутствует улучшить работу, эффективно работать. Мне кажется, это краеугольный камень проходит для многих госслужащих. В Астане прошла ежегодная конференция регионального хаба в сфере госслужбы. Ее участниками стали руководители уполномоченных органов, послы, эксперты из 40 стран. Астанинский хаб начал работать с 2013 года, уже стал центром обмена передовым опытом в сфере госуправления. И это неоднократно отмечали такие международные организации, как ООН и ОЭСР. Интерес гостей вызвал и казахстанский опыт приема на работу, а также деление на административных и политических госслужащих. Ну а теперь организация выходит на новый уровень партнерства. В рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Астанинским хабом и Академией Египта по развитию Юг-Юг. Страны вносят большой вклад в региональное развитие, а вот объединение усилий и обмен опытом помогут добиться еще большего в плане достижения цели тысячелетия, отметили на конференции. Опыт Казахстана, он тоже нам интересен, и мы всегда отслеживаем. И такой же закон, который мы приняли в прошлом году, в Казахстане был принят еще в 2011 году. Закон о государственной гражданской службе. На выступлении озвучил, обратился с просьбой оказать помощь во внедрении электронного правительства.
Статья президента страны – ориентир для работы на перспективу, считает председатель Североказахстанского совета ветеранов. По словам Ескендера Елеусизова, чтобы попасть в тридцатку развитых государств, казахстанцы должны быть всесторонне развиты, будь то наукой или образование, и гордиться своим историческим прошлым. Больше рассказывать молодежи о становлении суверенитета нашей республики и о тех, кто внес свой вклад в достижения, которыми сегодня славится Казахстан. Уважаемых людей, уважаемых своим трудом, вот мы должны культивировать. Их ставить пример. Их должны мы среди населения, среди молодежи, вот, как говорится, больше показывать, чем они такие знаменитые, чем они заслужили свое уважение народу. Вот это мы должны говорить. Казахстанская молодежь должна направить свои силы на национальное возрождение страны. И начинать каждому необходимо с себя. Такое мнение выразил студент Евразийского национального университета Исламбек Байманов. По его словам, молодым людям нужно сосредоточиться на нравственном, культурном и физическом развитии личности. Мы, как будущее нашей нации, будущее нашей страны, мы должны модернизировать не только наше сознание, но и самого себя. Потому что, чтобы менять что-то, мы должны начать с себя. Знание троязычия, увеличивать объем образования – это долг каждого студента, каждого молодого человека, патриота нашей страны. В Кабуле, недалеко от президентского дворца и Министерства обороны страны, произошел теракт. Его жертвами стали 5 человек, 10 пострадали. Среди погибших полицейские и мирные жители. Отмечается, что взрыв на КПП устроил смертник. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ТИГИЛ. За последние годы ее боевики значительно усилили свое влияние в стране. Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что взрыв, произошедший накануне на одной из военных баз в Диярбакыре, является терактом. По его словам, нападение произошло через туннель, который преступники вырыли заранее. В ходе вылазки радикалы использовали около 1 тонны взрывчатки. Правоохранителям удалось задержать 5 подозреваемых. Я напомню, ранее власти считали, что взрыв, в результате которого погибли 3 человек, произошел в ходе ремонта военного автомобиля и является несчастным случаем. Сначала мы думали, что источник взрыва был в машине, но выяснилось, что террористы прокопали тоннель и заложили взрывчатку. Так что это был теракт. На одной из текстильных фабрик в турецкой провинции Текирдаг прогремел мощный взрыв. В результате пострадали 29 человек. По предварительным данным, инцидент произошел из-за перегрева котла. Взрыв привел к возгоранию. Большинство пострадавших отравились продуктами горения. Работников фабрики эвакуировали, а местным жителям, чьи дома расположены вблизи места ЧП, рекомендовали не выходить на улицу. Террористическая группировка Боко Харам все чаще использует детей в качестве смертников для совершения атак в государствах Центральной и Западной Африки. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ. По данным организации, за последние 3 года боевики использовали по меньшей мере 117 детей. Теракты совершались в таких странах, как Камерун, Нигерия, Чад и Нигер. Боко Харам – террористическая группировка. Добивается она создания халифата и введения шариата в Нигерии. В марте 2015 года она присягнула на верность ТИГИЛ. Дети, которые вернулись в общество после того, как побывали в плену у Боко Харам, испытывают давление. На них лежит печать презрения. Общество такое мнение, что эти дети совершили что-то против них, а это неприемлемо. При таком ярлыке и отверженности они оказываются в изоляции. А если эти дети оказываются в изоляции, они могут легко найти путь обратно к Боко Харам. Угроза массовой гибели людей от голода нависла над странами Африканского рога, Нигерии и Йемена. Об этом предупреждают в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. На брифинге в Женеве официальный представитель организации Эдриан Эдвардс напомнил, что эти страны, в том числе Эфиопия, Эритрея и Сомали, сильно пострадали от засухи. В общей сложности в странах Африканского рога непогода повлияла на жизнь около 20 миллионов человек. В Южном Судане на грани голода оказался 1 миллион граждан. В Йемене в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 миллионов человек. И на севере Нигерии около 7. Кроме того, почти четверть населения Сомали стали беженцами, покинув выжженные засухой районы.
Напоминаем международному сообществу, что в 2011 году засуха унесла в странах Африканского рога более 260 тысяч жизней. Половина из них дети в возрасте до 5 лет. Повторение данной ситуации нужно избежать любой ценой. В посольстве Казахстана в Азербайджане прошла встреча с генеральным секретарем Тюрксой Дюсеном Касеиновым и представителями делегации Кызылординской области, которая прибыла в Баку для участия в мероприятиях по случаю Дней культуры Казахстана в Азербайджане. С 12 по 15 апреля мероприятия пройдут в 2 городах – Баку и Шеки. Члены делегации рассказали о ходе подготовки и обсудили программу, которую артисты представят азербайджанскому зрителю. Участники встречи поздравили Дюсена Касеинова с 70-летием, отметив его большую роль в сближении тюркских народов и продвижении культурных ценностей тюркского мира. На встрече Яхья Алиев вручил Дюсену Касеинову памятную медаль за вклад в развитие тюркской культуры. Его многочисленные работы, его многочисленные постановки до занятия этого поста, работы по тюркскому миру, книги, а потом его деятельность на нынешнем посту руководителя Тюрксой мы оценили, единогласно оценили как большой и исключительный вклад в дело общего развития отношений между тюркскими странами, народами и в развитии тюркской культуры, языка, традиций, обычаев. Искренне рады за поддержку, хочу сказать, Министерства культуры Азербайджана и также Дюсен Курабаевича, генерального директора Тюрксой, хотел поблагодарить за поддержку, чтобы мы сюда приехали на гастроли. Каждой алматинской клинике и ее работникам теперь можно будет поставить оценку на сайте almatymed.kz. Его разработали по инициативе городской прокуратуры. Любой желающий может выразить благодарность или оставить жалобу в адрес медучреждений и докторов, тем самым сформировать их рейтинг, который поможет уже будущим пациентам выбрать подходящего специалиста. Главное отличие ресурса от социальных сетей в том, что он является своеобразной базой данных. Все отзывы будут сконцентрированы в одном месте. Больницы смогут получать обратную связь, а вот прокуратура быстро реагировать на нарушения в сфере здравоохранения. В прошлом году от граждан поступило около 500 жалоб на медицинские организации города. Это вдвое больше, чем годом ранее. Чем больше этих вопросов, тем больше будет людей уезжать за границу и искать там медицинской помощи и оставлять уже деньги не в Казахстане, а оставлять уже за границей. Поэтому мы как правозащитный орган, с учетом всех этих вышеотмеченных проблем, негативов, мы инициировали внедрение информационной системы, которая будет работать на благо нашего общества и на благо развития системы здравоохранения. Я думаю, что каких-то краткосрочных результатов, или вернее результатов там в течение ближайших 2-3 месяцев мы не получим значимых, но в течение года мы, я думаю, что увидим рейтинги медицинских организаций специалистов и соответствующую оценку их работы на основании отзывов. Мы продолжаем. На станции метро Байконур в Алматы открыли свободную книжную полку. Стеллаж для книг выполнили в виде земного шара. Вот именно такой дизайн выбран не случайно. Он очень символичен в преддверии Экспо 2017. Основная идея такой акции – «Прочитал, отдай другому». Формат книгообмена существует давно. В 2014 году подобную акцию провели в парке 28 панфиловцев, а книжным стеллажом тогда стал скворечник. В этот раз на сферической полке более 500 книг на любой вкус. Здесь есть художественная, научная и детская литература. Первый книжный фундамент под аккомпанемент коллектива университета имени Жургенова заложил поэт Шокан Муратхан. Прочитав его книгу, можно оставить свои отзывы и комментарии в специальной книге пожеланий. Это еще одна идея, которая поможет объединить всех любителей путешествующих книг. Мы также сделали небольшой уголок Экспо. Мы хотим, чтобы наша молодежь не жила, вот, допустим, одним днем, а жила вот именно настоящим и смотрела вперед в будущее. Мы хотим, чтобы они были начитанными, умными, образованными и в то же время не замкнутыми, общались. Ну и о погоде несколько слов. Пасмурная, дождливая. Сохраняется она на большей территории республики. Мокрый снег с сильными порывами ветра. Синоптики прогнозируют в горных районах на юге и юго-востоке страны. И только на западе пока что погоду определяет антициклон с районов Кавказа, благодаря которому в регионе сохраняется высокая температура. Постепенно сместится он в восточные области, а в западных с начала следующей недели также ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Этим я завершаю наш выпуск. Продолжим мы в следующем часе. До встречи.